Я уже в эфире. Так, всем привет. Как меня видно, слышно? Надеюсь, со звуком все хорошо. Так, меня зовут Ротбанк Ольга. Ага, Наталья, спасибо. Я менеджер 12%. Я из города Барнаула. Сегодня на нашем вебинаре мы будем разговаривать о том, в чем смысл бизнеса, что здесь нужно делать, откуда здесь берутся деньги, кто вам будет помогать и что вы будете иметь в результате. То есть это классическая стандартная презентация бизнеса. Но для начала давайте вспомним теорию Роберта Кийосаки «Квадрант денежного потока». Согласно его теории, все люди делятся на 4 категории по способу получения денежного потока. Это рабочие, бизнесмены, предприниматели и инвесторы. Вот. Рабочие, либо наемные работники, они живут от будильника до будильника, работают по трудовому договору на государство, либо на собственника бизнеса. Как правило, у рабочих идет денежный поток только пока они работают. То есть времени для жизни у них нет. Если человек работает, да, то он получает доход. Если он перестает работать, то денежный поток ему перестает поступать. Также обстоит дело и у предпринимателей, да, то есть у мелких собственников бизнеса. Потому что у них небольшое дело, да, какое-то. Вот. Работают они на себя. Времени для жизни у них также нету, потому что их небольшой бизнес требует от них все их время, и получается так же. То есть, если они работают, то денежный поток им поступает. Если они не работают, то денежный поток перестает поступать. Богатыми такие эти две категории людей, да, не будут в принципе никогда. То есть у предпринимателей есть шанс получать побольше доход, да, у наемных рабочих это потолок по зарплате. То есть много получать они никогда не будут. Что ждет в будущем? Это маленькая пенсия от государства. Дальше идет у нас третья категория людей, это бизнесмены. Бизнесмены это те люди, которые имеют свой бизнес достаточно крупный, на них работают уже другие люди, они уже получают здесь более высокие доходы, и, соответственно, у бизнесменов уже появляется время для жизни, да, так как другие люди за них выполняют работу. Существует 3 вида бизнеса. Это традиционный бизнес, который предполагает наличие идеи и большого стартового капитала, чтобы начать этот бизнес. Второй вид бизнеса – это франчайзинг. Франчайзинг – это уже когда есть готовая идея, но стоит этот вид бизнеса гораздо больше, чем традиционный. Да? То есть уже за готовый бизнес приходится платить более большие деньги. И третий вид бизнеса – это как раз MLM-бизнес, multi-level маркетинг, либо сетевой маркетинг. То есть сетевой маркетинг сразу нужно отличать от незаконных финансовых пирамид. Существует 2 большие разницы. Суть незаконных финансовых пирамид – это когда вы приносите деньги, платите, да, приводите человека, который тоже также платит деньги. Сидите, ждете и больше ничего не делаете. В сетевом маркете нет вложений, да, здесь мы ничего не вкладываем. Мы пользуемся сами продуктом, который нам нужен, который нам необходим, да, который нам нравится, который качественный, которым мы пользуемся со скидками, да, то есть это не вложение. Вот эти отличия нужно знать. Также в сетевой маркетинг мы приглашаем людей, и они тоже пользуются продуктом. Вот, поэтому сразу запомните отличие сетевого маркетинга от незаконных финансовых пирамид. И 4-я категория людей – это инвестор. Инвестор – это те люди, на которых работают деньги.
То есть у них уже есть огромные капиталы, да, которые они вкладывают, допустим, это может быть недвижимость, которую они сдают в аренду, и им ежемесячно поступают доходы. Хорошие доходы, да, которые позволяют им больше не работать. То есть у этих людей получается абсолютная свобода для жизни. Вот. Но чтобы стать инвестором, нужно не только иметь деньги, да, даже первостепенно это не деньги, а первостепенно нужно мыслить как инвестор. Чтобы мыслить как инвестор, нужно обучаться. Да? И вот именно сетевой маркетинг нам помогает изменить мышление с наемных рабочих, предпринимателей, позволяет нам переключиться на инвестора. Да? Чтобы понимать разницу в мышлении наемного работника и инвестора, да, есть такая вот как бы история, что двух менеджеров послали в Африку, вот, и по прошествии какого-то времени они приехали в Африку, посмотрели, один из них шлет телеграмму своему руководителю, что в Африке очень жарко, все ходят босиком, обувь здесь никому не нужна. И следом шлет телеграмму второй, что в Африке очень жарко, все ходят босиком, срочно высылайте вагоны с обувью. Да? То есть понимаете разницу в мышлении. То есть первый не видит перспектив, да, то есть говорит, что обувь никому не нужна, а второй, наоборот, увидел громадные перспективы и уже готов всем бежать продавать обувь. Так, дальше. В чем же состоит суть нашего бизнеса? Суть нашего бизнеса основывается на правиле 3П. Это посещай обучение, пользуйся сам продукцией и приглашай людей. Поговорим сейчас о каждом правиле по отдельности. Первое, чтобы стать профессионалом в своей деятельности, нужно обязательно обучаться. Обязательно обучаться, да, так как это направление новое. Вот, нужно нам научиться правильно приглашать людей, правильно предоставлять информацию, правильно разбираться в сути бизнеса. Для этого у нас есть обучение. Ежедневно у нас проходят вебинары в онлайн-режиме. Вот. Если вы не успеваете смотреть вебинары в онлайн-режиме, то все вебинары можно посмотреть в записи. Для этого у нас есть командные чаты в Telegram, да, куда вы скидываете все расписание и все ссылки на обучение. Также обязательно нужно посещать планерки, потому что на планерках мы обсуждаем насущные вопросы, делимся опытом, планируем нашу дальнейшую работу. Второе правило. Нужно сменить обычный магазин на свой интернет-магазин. То есть здесь как бы это логично. Да? Когда мы становимся собственниками своего какого-то дела, да, то мы не пойдем делать выручку конкурентам. Ну, допустим, можно сказать так, что владелец пекарни, который знает, что у него всегда свежий хлеб, он сам его готовит из качественных продуктов, он не пойдет делать выручку конкуренту и не пойдет покупать хлеб конкуренту. Это естественно. Также и у нас, то есть мы меняем свой обычный магазин на свой интернет-магазин, где мы защищены от подделок. Мы знаем, что нам это выгодно, у нас очень хорошие скидки, мы знаем, что вся продукция качественная, то есть мы просто покупаем то, что покупали раньше в обычных магазинах, в своем интернет-магазине. Третье у нас правило, это как раз приглашай людей. Да? Часто люди говорят, что ой, это сетевой маркетинг, да, я никогда этим не занимался, никогда с этим не сталкивался и как бы не хочу. Но хочу сказать, что каждый человек на протяжении всей жизни так или иначе занимается сетевым маркетингом, но занимается он им бесплатно и неосознанно. Да? Ну, допустим, такой элементарный пример. Вы зашли в магазин, увидели классный товар, он вам понравился, купили с хорошей скидкой и вышли довольны из магазина и идете домой. Навстречу вам идет подруга. Ну вы же не спрячете от нее сумочку, да?
Вы же не спрячете, бочком-бочком не пойдете. Вы обязательно поделитесь. Скажете: Маш, зашла сейчас в магазин и купила себе то-то, то-то с такими хорошими скидками. Ну, согласитесь, знакомая ситуация, каждый хоть раз так поступал. Таким образом, вы создали магазину прибыль. Вот, вы занимаетесь сетевым маркетингом, но только магазин вам за это не заплатил. Вот. А здесь мы приглашаем людей, мы делаем им хорошо, мы показываем, что они могут экономить, да, что они могут пользоваться классной продукцией и за это получать еще хорошие деньги. Но почему мы не будем приглашать людей? Конечно, будем, да. Вот. Конечно, мы также будем приглашать своих знакомых и также рассказывать о всех перспективах. Возникает вопрос дальше, где брать людей? Ну, в первую очередь, это наши знакомые, друзья, коллеги, родственники, однокурсники, одноклассники, садика. То есть это все наше окружение. И, конечно, это наши активные контакты, то есть люди, которые нас окружают вокруг. Ну, вот у меня, допустим, сегодня был прям наглядный пример. Пошли с ребенком в магазин, прокололи на коляске колесо, пришлось идти в шиномонтажку, потому что у меня коляска прям перекосилась на одну сторону, нельзя было, вообще никак не получалось у меня ехать. Зашла на шиномонтажку, говорю: выручайте, спасайте, говорю, не знаю хоть что делаете. Ну вот, там оказался такой молодой человек, общительный, ну вот, он мне все сделал, заклеил дырку, все мне подчинил, накачал колесо, слово за слово я у него спросила, какой он там получает на монтажке доход, то есть как бы работа тяжелая, а людей сейчас не так много, потому что у них как бы сезонный это бизнес, да, в основном, когда начинают менять осенью, да, либо весной переобуваться из одной резины в другую. Я им говорю: ну у вас же есть время свободное, да, смотрю, вот вы с телефоном в интернете сидите. Ну и предложила ему позвониться, да, и рассказать более подробно о нашем бизнесе. Вот, обменялись телефонами, он мне дал свой телефон, я дала ему свою визитку, и сегодня вот у нас скоро с ним будет созвон, буду разговаривать. Вот буквально элементарный пример, да, как можно находить людей, находить контакты, просто гуляя с ребенком, да, на улице. Вот. Также очень много людей на досках объявления, то есть вы можете также обзванивать резюме, да, то есть доски объявлений, где люди конкретно ищут работу. Хантер, Джоб.ру, Зарплата.ру, ну их очень-очень-очень много в каждом регионе. Следующий источник – это социальные сети. Я думаю, у каждого из вас, у многих есть странички в социальных сетях. Это Друг вокруг, Одноклассники, ВКонтакте, Твиттер, Фейсбук, Mail.ru. Сейчас бешеной популярностью пользуется Инстаграм. Да, это очень интересная, очень современная, быстро растущая сеть, которой нужно пользоваться. Также много у нас людей на различных блогах, форумах по интересам, да, сообщества мамочек в декрете, там, те, кто рецепты обсуждают, вязание, рукоделие, ну, то есть люди вокруг и их огромное количество, огромное множество, просто нужно брать и делать, выбирать для себя несколько методов работы, вот, и начинать работать. Самое главное это делать в теме. То есть сетевой маркетинг – это бизнес-рекомендации, за которые нам платят деньги. Дальше, откуда берутся деньги? Ну, давайте примерно на примере рассмотрим, откуда здесь берутся деньги и какой доход примерно нам получается. Рассмотрим промежуточные мелкие ступеньки. Я не буду сейчас рассказывать, да, а обсудим первоначальную такую ступеньку, более-менее крупную, это директор. Директор – это человек, который у нас уже получает доход от 30 тысяч и выше. Чтобы стать директором, нужно создать товарооборот 250 тысяч рублей. Представим, что средний заказ одного статистического человека 1000 рублей. Да? Здесь работает простая математика. Сколько же нужно
пригласить людей, чтобы стать директором и получать доход. Делим 250 тысяч на 1000, получается 250 человек. Многие скажут, у меня нет столько знакомых, да, то есть где нельзя столько людей, это очень много. Хорошо, давайте рассмотрим по-другому. У каждого из вас, я думаю, есть 5 знакомых, которые элементарно умываются, чистят зубы, да, моют голову. Вот. У этих 5 знакомых есть тоже по 5 знакомых, которые моются, чистят зубы. У тех 5 есть еще по 5. И так далее. Получается, ну рассмотрим просто до 4 уровня, получается 5 и 5, 25, 25 на 5, 125, и 125 на 5, 625 человек. Если сложить вот эти 4 ступеньки, у нас получается 780 человек. Умножаем на средний заказ, получается товарооборот 780 тысяч. Это уже, согласитесь, не 250 тысяч. Это уже гораздо более серьезный доход, примерно от 70 тысяч рублей. Согласитесь, легко. Легко, но просто нужно это сделать. Да? Уровень директора это примерно 25 ключевых партнеров. Ключевые партнеры это те люди, которые заинтересовались точно так же идеей бизнеса, да, которые не просто потребители, а которые выполняют у нас 3 правила. Обучаются, приглашают людей и приобретают продукты для себя. То есть нам нужны те люди, которые хотят научиться зарабатывать. Доход начисляется у нас официально, только открывается индивидуальное предпринимательство и доход выплачивается на расчетный счет. То есть все честно, никаких киви кошельков, да, никаких конвертов, все официально. Получается у нас 17 зарплат на году, также стаж, пенсионное отчисление, все легально. И так как индивидуальные предприниматели работают у нас по упрощенной системе налогообложения, получается по процентам это даже меньше, чем платят наемные работники. Наемные работники содержат 13%, да, процентов подоходный налог плюс еще пенсионное отчисление. Здесь индивидуальные предприниматели платят стандартно 6% всем. То есть получается здесь даже выгоднее. Не нужно бояться индивидуального предпринимательства, да, это сейчас очень легко, очень просто, ничего сложного там просто нет. Вот. Также я хотела сказать, что один из плюсов такой громадный, что доход у нас постоянно растущий. Да? То есть вы не просто пригласили 25 ключевых партнеров, и на этом ваша организация остановилась, да, и все. Ваша организация с появлением ключевых партнеров начинает расти уже без вас, грубо говоря, самостоятельно. То есть даже такой простой пример, если вы создали организацию, да, ну, допустим говоря, рассмотрим тот же уровень директора. Да, если вы директор, если вы уехали на пару дней куда-то в отпуск, да, люди, которые уже привыкли делать заказы сами, приглашать людей сами, да, они без вас не перестанут мыться, не перестанут чистить зубы и не перестанут приглашать людей. Да, то есть, даже если вы отойдете в дата-отдел, то вы будете получать доход за когда-то проделанную работу. Так. Здесь давайте примерно маркетинг-план рассмотрим, да, от консультанта до вот уровня директора. Существует такие ступеньки, как консультант 3-6%, дальше пошли у нас менеджеры 9, 12, 15, 18 и 22, старший менеджер. Старший менеджер, если вы держите это звание из каталога, да, то вам уже поступает звание директора. Здесь указан тоже товарооборот в баллах, от 150 баллов и до 7500 на уровне директора. И, соответственно, доход от 150 рублей, да, консультант небольшие доходы. Ну вот, как я говорю, чем больше организация, тем больше ваш доход. Соответственно, он постоянно у вас растет, постоянно приумножает. То есть, смотрите, здесь мы говорим, я вам уже сказала, что есть возможность создать пассивный доход, да, и получать постоянно
ежемесячный доход, даже если вы не будете работать. Теперь давайте вспомним теорию Роберта Кийосаки, да, вспомним группу инвесторов. Кто такие инвесторы? Это те люди, которые получают постоянный доход, не работая. То есть здесь то же самое. Вы становитесь инвесторами, да, становитесь инвесторами и получаете постоянный доход, независимо от того, работаете вы или нет. Это вот и есть идея пассивного дохода. И здесь вы получаете финансовую независимость. Есть возможность хорошо получить финансовую независимость. Финансовая независимость определяется так, сколько времени вы можете прожить, не работая. Следующий вопрос. Кто будет помогать? В первую очередь помогает нам сама компания. Мы сотрудничаем с международной компанией Aeroplane, которая на рынке у нас уже 50 лет, в этом году отмечается юбилей. В первую очередь помогает нам сама компания. То есть она организует доставку, логистику, хранение, бухгалтерский учет. То есть компания у нас несет ответственность за продукт, стимулирует развитие лидеров разными бонусами, акциями. Также устраивает для потребителей выгодные акции и предложения. Отвечает за содержание и наполнение сайта. То есть мы получаем с вами уже готовую систему, готовые сайты, да, готовую всю систему работы. Дальше, конечно же, нам помогает спонсор и команда. То есть спонсор – это тот человек, который вас пригласил в этот бизнес. И, конечно же, помогает команда, потому что без команды здесь никак, один в поле не воин. Команда – это наше все. Спонсор помогает строить команду, регистрируя новичков под вас. Также спонсор проводит вам первые встречи, пока вы сами не научитесь это делать, организует командные чаты, обеспечивает постоянную телефонную связь, средства скайпа, личные встречи по возможности. Вот, то есть дальше уже, когда вы обучаетесь, когда вы уже чувствуете в себе силы, когда вы сами становитесь спонсором, то тогда уже начинаете вы отдавать эти все ресурсы. То есть также вы проводите встречи, также вы ищете новичков, также вы уже создаете свои командные чаты, свои планерки проводите. Вот. Даже нужно стараться с самого первого дня отдавать. Не только брать от команды ресурсы, да, какие-то вот эти чаты, то, что у нас есть, примеры переписок, да, а сразу нужно стараться и самому отдавать в команду. Писать в чатах свои какие-то мысли, да, делиться своим опытом, что у вас получается, что не получается. Это все будет интересно и полезно для вашей команды. Ваша команда будет вас видеть и будет вас узнать. Что вы получите в результате? Конечно же, это в первую очередь деньги. Да? Это экономия на косметике 20-70%. Это дополнительный доход от личных продаж. Это объемная скидка с товарооборота всей группы от 3 до 22%. Уровня директора компания платит нам премии от $1000 и выше. Премии выплачиваются по курсу ЦБ, да, то есть не фиксированная в рублях, что как раз очень тоже интересно и выгодно получается. Также существуют различные мотивационные программы по автомобилю и так далее. И различные подарки в период акций компании. И, конечно же, вы получаете не только здесь деньги, но и нечто больше. Нечто больше – это международные конференции. Да, это ежегодный всероссийский банкет директоров. Путешествие за границу до 3 раз в год. В этом году Болгария, да, очень классный круиз по морям. То есть очень интересно. В следующем году будет Мадрид. Вот, то есть все путешествия компании идут на хорошем уровне, да, это звездочные отели, это очень шикарная организация.
Вот. И, конечно же, каждый хочет хоть раз поехать в компании, посмотреть вообще вот этот размах, вот эту всю красоту. Я еще пока никуда не ездила, но даже простые, непростые встречи мотивационные очень производят впечатление хорошее, да, то есть видно, что компания огромная, и все это на высшем уровне. У нас очень шикарный был новогодний банкет, да, очень шикарно у нас в городе проходят мотивационные встречи с награждением, с признанием на сцене. Это все очень классно. Также это работа в сплоченной команде, дружной команде. Это бизнес, который помещается в ноутбуке, это даже не только в ноутбуке, который помещается в современном смартфоне, планшете. То есть у меня часто бывает, что я иду с сыном гулять, да, и я всегда на связи. То есть я и вижу чаты, я делаю переписки, я делаю созвоны, то есть все в моем телефоне. И даже если у меня другой телефон, то я могу везде вести свой бизнес, лишь бы был интернет. Вот. Также это возможность передать бизнес по наследству. И, конечно же, это саморазвитие, самосовершенствование. Здесь мы получаем второе высшее финансовое образование, это самообразование. Для нас выступают лучшие спикеры, лучшие практики, которые делятся своим опытом, навыком. Мы получаем знания в области финансовой грамотности. То есть, согласитесь, это для жизни, да, это очень важно и очень нужно. Ну и, конечно же, это совершенно другой стиль жизни уже через 2-3 года. Теперь давайте еще раз вспомним преимущества нашей компании. Почему же все-таки мы выбираем Reclaim? Потому что эта компания представлена более чем в 60 странах мира, на всех континентах на протяжении уже 50 лет. Компания крупнейшая, косметическая на рынке прямых продаж. Имеет 5 собственных фабрик в Швеции, Польше, Китае, России и Индии. Ассортимент продукции более 1500 наименований, и каждый каталог выходит новинки от 5 до 70. Также компания имеет собственный научно-исследовательский центр в Дублине, собственные патенты, Институт исследования кожи в Стокгольме. Это отсутствие испытаний на животных, что тоже очень важно. Путешествие, свобода от стиля жизни, личностный, карьерный рост при неограниченном доходе. Собственный бизнес без рисков и больших вложений. Признание. Бизнес можно передать по наследству. Также это встречи с интересными, успешными людьми. И компания Reclaim у нас второй год подряд стала лауреатом премии «Здоровое питание», что еще раз говорит о качестве продукции. Какие же действия нужно совершать прямо сейчас? Для начала нужно определиться с мечтами и поставить для себя цели в конкретные сроки. Я советую вам ставить крупные мечты, которые будут вас двигать, да, постоянно, которые будут не давать вам спать. Лучше еще визуализировать ваши мечты, да, сделать коллаж желаний. Вот. Также цели нужно не просто продумать, да, а лучше всего их прописать на бумаге, потому что уже проверено то, что написано, все у нас начинает исполняться. Причем ставим для себя конкретные сроки, да, на каждую цель конкретный срок. То есть когда, допустим, вы хотите достигнуть такого-то уровня и так далее. Дальше нужно, конечно, познакомиться с вашим спонсором, менеджером, директором и со всей командой. Добавиться во все чаты и группы и быть всегда на связи. Задавать любые вопросы, не нужно молчать, нужно быть на виду. Нужно изучать материал на обучающем сайте и пользоваться тем, что дает компания. Нужно активировать свой номер, стать партнером компании, разместить заказ на любую сумму. Нужно посещать вебинары и обучаться. То есть нужно не делать выводы 200 дней, а нужно начинать действовать. Нужно призвать себя в армию на 200 дней и активно действовать каждый день. То есть если вы будете выполнять
действуете систематически, ежедневно, то вы добьетесь хороших, больших результатов. Ну и теперь подведем итоги. В чем суть бизнеса? Суть бизнеса в создании большой организации партнеров, которые будут покупать продукцию для себя, обучаться и приглашать. Что здесь нужно делать? Нужно научиться приглашать людей, создавать организацию. Нужно рассказывать людям о возможностях и приобретать в своем интернет-магазине. Откуда же здесь берутся деньги? Деньги берутся от общего товарооборота всей вашей структуры. Кто будет вам помогать? Помогать вам будет спонсор, команда, компания. Что вы получите в результате? В результате вы получите новые знания, постоянно растущий доход, финансовую независимость, свободу действий, время на себя и свою семью. То есть из информации, которую я хотела вам рассказать, у меня все. Спасибо вам большое за внимание. То есть, если вопросы, готова ответить. Если вопросов нет, то всем спасибо. И тогда будем заканчивать наш вебинар. Спасибо. Вопросов нет, да? Ну все, тогда буду отключаться. Спасибо вам тоже большое, что пришли меня послушать.